проектный офис развития Арктики, «Пора», завершил фестивальный тур по городам Европейской России, Ярославлю, Твери, Санкт-Петербургу и Великому Новгороду, в ходе которого местные жители могли узнать, чем и как живет крайний север страны. Случайному прохожему, который в это время пересекает площадь, кажется странным, что с ее правой стороны почему-то установлено несколько еранд, большой, платяной, белый прямоугольный, шатер, небольшой ларек, в котором торгуют гамбургерами с олениной, гамбургеры угольного цвета, и еще несколько объектов поменьше. Площадь почти пустая. Через полчаса тут должен начаться фестиваль, но народу нет. Наверное, сегодня или никто не придет, или народу будет крайне мало. Погода омерзительная. Ну, кто придет в дождь, сетует в разговоре со мной Михайлина Столярова, менеджер-организатор фестиваля. Странно, а в Питере, на завод Севкабель, на окраине Васильевского острова, в мороз пришла масса народу, не протолкнуться. Чего ж сегодня-то людей так мало? Мало рекламировали. Говорю ей, что пойду пока пройдусь по детинцу, а к началу вернусь. Каково же было мое удивление, когда через полчаса, вернувшись назад, я увидел, что почти все пространства площади заполнено народом. Яблоку негде упасть. Основные посетители, мамочки с детишками. На сцене Владимир Карпов, популярный ведущий с радио «Говорит Москва». Он объясняет гостям, что сегодня будет происходить на «Добро пожаловать в Арктику». О русской весне об этом рассказал Александр Стоцкий, координатор программ экспертного центра «Пора». Он знает о крайнем севере не понаслышке, все-таки 9 лет проработал вице-губернатором одной из северных нацавтономий. Когда Александр натягивает на свою голову капюшон и завязывает на шее шерстяной шарф, он, природный украинец с Житомирщины, становится похожим на Чукчу. Смеется, когда ему об этом говоришь. Знаю, подтверждает экс-вице-губернатор. «Пора» показала гостям мероприятия несколько своих проектов. 3. Пилотный проект «Кадровое агентство для тех, кто хочет поработать на севере». Оно будет заниматься подбором профессиональных кадров, в которых нуждаются те или иные отрасли промышленности в тех краях. 4. Проект очистки от росписи масляными красками, которыми туристы-вандалы обильно покрыли поверхности горных массивов.
пора уже провела на красных камнях под Норильском подобную очистку. 5. Проект сайта «Арктическая диета», на который собираются производители продуктов питания, которые производят в арктических районах России. Это колбаса, варенье, консервы и так далее. Едешь куда-то на север, заходишь на сайт и смотришь, что такого вкусненького, типа оленинки или медвежатинки, можно купить в тех краях. К сожалению, жители центральноевропейских районов России не знают, кто это, но Юлиана настолько популярна в мире среди знатоков и любителей этномузыки, что проводит в зарубежных поездках и на гастролях больше времени, чем многие звезды эстрады из Москвы и Питера. Тут я прерву Михайлину, чтобы указать, что Юлиана одета в какое-то необычное длинное платье, расширенное по бокам на манер тех платьев, что носили испанские инфанты в XVI веке. Михайлина продолжает: выступает у нас группа «Сказки». Она сформирована из участников другой группы, Иван Купала. Очень интересный коллектив, который подает русские народные песни, особенно северные, архангельские, в современном прочтении. Оно уникально, потому что это и поп-музыка, но в то же время это и очень традиционная музыка. Тут бы я хотел снова прервать Михайлину, чтобы поделиться личными впечатлениями от Дамира. Когда я увидел его в автобусе, небольшого роста паренек с длинными волосами, убранными в косичку, то подумал, а что тут делает латиноамериканец? Когда я рассказал о своих мыслях Дамиру, когда мы уже с ним познакомились, то он рассмеялся: точно, перуанцы мне прохода не дают, думают, что я их земляк. Сам диджей-казах из Алма-Аты. Он давно поселился в России, жена, русская. 10 лет жили в Москве, теперь переехали в Питер, потому что так захотела жена. Михайлина: у нас также на фестивале работала группа Янжима. Она тоже эстрадная, но в то же время не чужда этнической музыки, многоголосию, звукам природы. Они не просто ансамбль. Они театр, который помогает нам создать арктический антураж и развернуть наш северный городок, в котором очень много активных коммуникаций с посетителями фестиваля, где есть мастер-классы по традиционным ремеслам северных народов. У нас фактически можно обучиться оленеводству и охоте. Вон видите, как посетители ловко под руководством нашего сотрудника бросают лассо на имитацию оленьей головы с рогами. Дети могут обучиться ходить по снегу на северных деревянных снегоступах. Владение всем этим на крайнем севере очень важно, и без этого в тех местах не выжить. Всему этому дети учатся с малолетства. У нас можно побывать в Яранге, можно научиться плести чукотские косячки, украшения из бисера,
пораскрашивать настоящие природные игрушки, сделанные из дерева. Ими дети играют в тамошних селениях. Мы считаем, что это очень интересно. Дети одевают очки виртуальной реальности и оказываются в самой настоящей Арктике, рассказывает Алиса, красивая молодая брюнетка с чуть-чуть раскосыми глазами. Она сама, кстати, уроженка Северного Норильска. Сначала у них включен тепловизор, потому что в Арктике все белые, снег белый, цвет шкуры у медведей, песцов и заяц белый. Поэтому единственная возможность их увидеть – это тепло, которое они излучают. Дети, глядя в очки, начинают крутиться вокруг своей оси, чтобы обнаружить арктическую живность. Создается невероятный эффект присутствия, ты крутишься, и ищешь разных животных, которые залегли на снегу, песца, зайца, моржей и белого медведя. Потом белый медведь подходит к нам, пытается познакомиться, некоторые дети пугаются, но в основном все очень храбрые. Взрослые пугаются больше, чем дошколята. После белого мишки мы охотимся на нерпу. Мы им рассказываем, что белый медведь у нас кушает все, что находит, потому что в Арктике у него не очень большой выбор еды. Соответственно, мы с ним охотимся, но поскольку у нас приложение для деток, охотимся мы безуспешно. Большинство детей болеет за нерпу, надеется, что мишка ее не догонит, но у нас были и случаи, когда детям очень не понравилось, что белый медведь не успел съесть нерпу. После охоты детям нравится плавать вместе с медведем. Это очень красиво анимировано. Пока они плавают, мы можем рассказать им, что мишка может плыть под водой без тога, чтобы подниматься на поверхность около 2 минут за раз. Пока на этом наше приложение заканчивается, но уже совсем скоро оно будет доработано, сюжетов будет больше. Слава богу, из малышей никто не дрался, хотя попытки были. Ажиотаж был такой, что нам едва удалось избежать этой ситуации. Шучу. Все было вполне мирно. Мы на фестивале представляем проект «Белый мишка», который стартовал в прошлом году, в октябре, в городе Норильске. Мы решили все показать наглядно. Мы разрабатываем приложение дополненной и виртуальной реальности. Почему это делаем? Потому что у нас центр для деток разных возрастов, с 1 по 8 классы. Когда ты им начинаешь рассказывать, как в школе, что такое Арктика,
Почему важно сохранять природу? Некоторым детям, которые горят этим, конечно, интересно, но большинство ко всему этому относится прохладно. Большинство хочет сидеть в планшетах и ловить покемонов. Вот мы и решили пойти от обратного и предложили им ловить покемонов, но с пользой для дела. Поэтому мы разработали вот это приложение. Мы идейные вдохновители, а у нас есть технические подрядчики, которые и разработали всю эту красоту. Мы видим, что ученикам нашего центра очень интересно узнавать про белого медведя. Они очень расстраиваются, когда узнают, что белых медведей становится все меньше и меньше. По подсчетам ученых, в России их живет 5-6 тысяч. По самым минимальным оценкам в год браконьеры убивают 300 медведей. Это очень-очень грустно. И вот если ты воспитываешь детей в любви к животным Арктики, то они вырастут экологически ответственными людьми. Все очень просто. С одной стороны, все эти постсоветские попсовые, стандартные уличные праздники всем надоели, когда все банально и неинтересно. С другой стороны, зарубежье далеко и дорого, и, в общем-то, присытились все телевизором и интернетом. Мы показываем, что есть интересного в нашей стране. Отсюда и интерес и ажиотаж вокруг нашего фестиваля.